Салем, Достар, рад вас видеть. И вышла новая песенка от... Ёб твоя мать, ёб ты гыдык, мысык. Пошел, быстро отсюда, мешают мне ролики снимать. Аж замилкал. В общем, Джо Кассас. Эти ребята прям для моего сердца супер любимые чуваки. Объясню почему. Наверное, потому что именно благодаря их первой песне «Зен Зин» я набрал свой первый миллион просмотров. Я, наверное, всегда буду обязан этим парням, огромный им респект, и поэтому я никак не могу обойти стороной их новые творения. И по своей старой программе я делаю все как обычно. Я не смотрел этот клип. Я понятия не имею, о чем он, что там и как там. Я делаю честную реакцию, без подстановы. Я хочу, чтобы мои эмоции были настоящими, поэтому погнали, посмотрим вместе с вами этот клипец, и я скажу свои первые впечатления. Поехали. Клип, капец. Брат, прости, опоздал. Сори. Чуть все время опаздываешь. Что ты все время ворчишь? Просто, брат, рэп что-то не прям залетает. Может, оставим это молодым? Я ладно, что-то приуныл. Так, блин, это прям ностальгия, ребят, честно, я вспоминаю 2017 и что я тогда чувствовал, когда я смотрел этих ребят. Вот этот вот кузет, прям наша тема. Правда, парняга, который слева, да, немножко оброс. Но ладно, все равно это не меняет тех ощущений. Давайте посмотрим, что будет. Прям придумаем. Надо попробовать что-нибудь по-новому. Новая школа. Новая школа. Пацаны, флекс хайп с Пулаемалые Эшкери. Реклама Сниндерса. Хотя бы не алкоголя. Ну давайте, ребят. Салам алейкум всем входящим, исходящим, мимо проходящим, косо смотрящим. Это новая школа, let's go, to the my flow. I better talk on the brain drop, drop, drop. Онда капарата ту, каптаган әр заметі ю. Мере болта жылбы ю, сереп қаймет қылу ю. Басты қозғалту, бәрінде манту. Раздаю, как Wi-Fi, көз тимесін, файт. Артынан мен қалмай, стикер жеймін, қоймай. Мен жағамын аямай, бастай алмай, шолтай болсай. Я влетаю дерз. Ай, камон, блин. Ладно, самое прикольное это пальма на голове. Моргенштерн Forever. И, конечно, огромный продакт Plain Manst, или как она называется. Короче, огромная реклама Сникерса. Я влетаю дерзкий. Ну, да, понятно. Сейчас у Сникерса реклама типа дерзкий, и все такое на нем написано, и еще что-то. Ну, в принципе, ребят, не знаю. Если кто-то, посмотрев этот клип изначально, как и я, сразу такой, фу, продались. Я считаю, в этом нет ничего стрёмного. Ребята делают деньги, зарабатывают. Почему бы нет? Они должны получать, не знаю, какие-то откаты с того, что они делают. Как бы они же вкладывают себя, свое время, деньги. Поэтому я ничего против не имею Сникерса. Тем более, это не алкоголь, это шоколад. В принципе, я не вижу в нем ничего такого супер вредного. Было бы хуже, если бы они рекламировали какой-нибудь там виски, как очень часто любят делать наши российские, так сказать, коллеги. Поэтому насчет рекламы особо ничего против не имею, но она слишком явная, я бы сказал. Прям супер явная, хотя, ну ладно, смотрим дальше. И как пуля резкий, а ты тормозишь, спишь, тоненький, как дрищ, Арнольд. Я твой мунар верарак, кедаргак, генникрак, взглядом до жаждак, Боже. Опять рекламка, ребята. уже не стали, как и твои губы Кали, прямо как Мухаммед Али. Now the America. Братан, ты что, дофига рэпер, что ли? Хочешь, қайдағы рэпер? Тапақ, жаттап, аузымда тістерім аппақ, қайнап. Ой, ему дали 10-5.
Так далек я от этой новой школы, но знаете, что хочу сказать? Во-первых, я большой фанат казахских песен, когда там есть русский, казахский, английский. Вот это не потому, что я сам славянской там внешности, славянской национальности, да, украинец, вся херня, типа любовь к русскому. Нет, мне правда очень нравится сочетание казахского с русским языком. По мне так оно безумно красивое, и примеры тому, как я считаю, это Артур и Райм, которые сделали просто шедевры, самая вышка, полетаем, Саукеле, вот. И Джо Кассис со своим Зин-Зин тоже сделали безумно круто, но, знаете, я вот посмотрел половину, в принципе, визуально, ну, я не знаю, я бы не сказал, что это прям супер круто. Что касается музыки, давайте судить по ней. Я уже делал обзор на их Зин-Зин 2, что, по мне, так было полнейшим шлаком по сравнению с первой. И, в принципе, это немножечко получше, но, как мне, так ребята сильно опоздали с тем, что делать вот эту типа пародию на новую школу, потому что это сделал уже Крид, Филипп Киркоров, Тимати и вся вот эта вот российская рэп около поп-индустрии, не знаю, как назвать. Хотя, в принципе, молодцы. Ну, как бы, мне кажется, чуть-чуть поздновато. Сделали бы раньше, было бы круче, потому что Эшкере, вот это все, оно слегка уже там. Ну, то есть немножко там, в 2018, да, в 2019 уже Эшкере нету. Хотя, ну, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше, а то меня все вот прям дизлайкают, типа посреди ролика, что-то там говоришь, досмотри до конца. Давайте досмотрим. қарапайым малда қасында тасканы ақтай қасында тақалсын қазақ тілі басында көшіп келдім 6 жасымда отаным қазақстанда қарындас ты понимаешь дело не в тебе круче Аладдина и уверенный в себе мой талант мой я для всех родной с тобою брат мой не стесняюсь быть с тобой атам септігім топ-елек септігімнің кавулары септігімге мектептен қалды есімде ты не ел когда зима холода дискотека далада сен байқадың мой Давайте последние свои итоги. Я часто, когда смотрю что-то вот прям супер годное, я искренне и честно говорю, что я добавлю это в плейлист и буду слушать это в машине несколько раз в наушниках. Здесь я скажу честно, в плейлист я добавлять это не буду. Да, прикольно, я посмотрел, и я не жалею, что я это посмотрел. Я вот терпеть не могу комментарии из разряда «Сними сам, а потом критикуй». Нет, мне кажется, я вполне имею право на критику. Ну и мне это... Видите, в чем проблема? Как по мне, так Джо Кассис, вот эти вот пацаны, они всегда останутся зин-зин. Что бы они ни попытались сделать, они всегда будут зин-зин. Потому что они сделали, блядь, шедевр. Реально, как по мне, вот для Казахстана это был шедевр. Это было супер круто, и мне кажется, они себя уже не перепрыгнут. То есть это то, на чем они остановились. И что бы они ни делали, такие как я, такие как вы, всегда будете сравнивать их новое творчество именно с тем шедевром, который они создали в 2017 году. В целом молодцы, за рекламу не осуждаю, хотя ее было слишком много, как по мне, особенно в субтитрах. Ну, да ладно, чего, ребятам тоже надо кушать. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на меня, я всегда рад новым людям. Вот. Пишите мне в личку, в ВК, предлагайте клипы, предлагайте что-то крутое, какие-нибудь новости или что-то суперсерьезное. Я всегда готов это обсудить, потому что я стараюсь быть ближе к вам, к народу. Блять, политик, президент. Ладно, Рахмет за просмотр. Салбол Достар.